В выставочных проектах с археологией мы уже работаем второй раз. Экспозиция, в которой будут представлены археологические находки последних лет. Раскопки велись на улице Красной и на бывшем Троицком кладбище. И здесь мы показываем, с одной стороны, Ижевск таким, каким его увидели археологи, но при этом пропускаем через призму собственного взгляда, чтобы сделать эту выставку интересной по-настоящему. Да, то есть мы добавляем сюда такие интересные художественные решения. Куратор художественной этой экспозиции Роман Постников, он разделил эту экспозицию на две части, на такую радостную историю улицы Красной и более такую камерную, закрытую историю Троицкого кладбища. И, соответственно, каждой теме здесь соответствуют разные приемы. Например, вот в этой части, да, мы видим, что все предметы выставлены в витринах, которые накрыты тканью, символизирующей скатерти, да, потому что здесь речь идет про дом, про домашнюю жизнь, а там другая история, да, там лес, который отделяет городскую жизнь от вот этой истории с кладбищем. Здесь представлены материалы как и общие, то есть если Троицкое кладбище, то это кресты нательные, которые достаточно распространены. Если это городская застройка, то это посуда фаянсовая, стеклянная, глиняная, которая распространена не только в Ижевске, такая посуда, а и по всей России. Но есть и отдельные детали, характерные только для Ижевска. Это, например, створки ракушек с отверстиями. То есть, как мы помним, у нас в советское время на набережной пруда в 30-40-е годы, всего там 6-7 лет, существовала фабрика по изготовлению перламутровых пуговиц. И вот мы, собственно, на раскопе нашли как раз вот ракушки с этими отверстиями от пуговиц. Единственное пока что найдено католическое распятие. То есть, причем на Троицком православном кладбище мы уже можем отсюда сделать вывод, что хоронили, собственно, жителей всех конфессий. Бронзовый гребень биконьковый, он не особо характерен для русского населения, городского. Этот гребень более характерен для... Он вообще уходит, это вот биконьковый орнамент, он уходит далеко корнями в прошлое, в средневековые времена, костяные вот эти вот изделия изготавливались, костяные гребни. А вот эти гребни, они были характерны даже больше для удмуртов. 18-го, максимум первой половины 19 века. То есть одно из предположений, что какая-то женщина-удмуртка вышла замуж за ижевского, например, рабочего и привезла свои вещи сюда. Но это чисто как гипотеза.